Там уж никого нет. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередное заседание Республиканского методического объединения учителей технологий. Сегодня будут предложены к рассмотрению следующие вопросы. Поиск новых решений с помощью морфологической матрицы на уроке технологий. Данный вопрос вам представит учитель технологии Вишаратина Надежда Владимировна, учитель Сыктывкарской средней общеобразовательной школы номер 4. Второй наш вопрос. Использование сервисов в организации учебной и внеучебной деятельности учащихся. Данный вопрос представит учитель технологий Сыктывкарской школы номер 1 Калинина Наталья Николаевна. И третий вопрос. Подходы к модернизации содержания и технологического обучения в предметной области технологий представлю я вам, Бугаева Елена Энгельсовна. Итак, давайте начнем. Итак, слово предоставляется Вишаратиной Надежде Владимировне. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хочу представить вам урок в рамках проектной деятельности по поиску новых решений с помощью морфологической матрицы. Хочу начать с того, что самое главное, наверное, для ребенка научить развить его творческие способности в школе. Есть такая теория решения изобретательских задач, которую Георгий Альшотер разработал для решения инженерных задач. И он очень хорошо, эта теория вписывается на уроки технологии. С 1989 года его продолжателем был Анатолий Гин, и он именно адаптировал эту технологию для детей школьного возраста. Трезв – это уникальный инструмент, он помогает в поиске идей, в выявлении, в решении многих творческих проблем, в выборе перспективных решений в развитии творческого мышления, формировании творческой личности. Данный урок он входит в творческую проектную деятельность. Но в начале как бы повторение предыдущего урока, о чем мы говорили с детьми на уроке. Данный материал взят с учебника Казакевича и Пичугиной, учебник 5 класса, который был выпущен издательством «Просвещение», новый учебник. Мы говорили об уровнях творчества, то есть что такое творчество. Самый низкий уровень – это совершенствование того, что уже есть. Например, у нас шнурки в магазине завязаны таким образом, мы их можем завязать по-другому. Прошу детей привести свои примеры. Дальше второй уровень – количественное изменение того, что взято для творчества. Например, у нас есть какой-то джемпер, мы его украшаем какими-то камешками, бусинками, бисеринками. Это уже второй уровень творчества. Третий уровень творчества, когда мы вносим принципиальные изменения в свойства предмета. Например, был автомобиль, приделываем гусеницы, у нас уже получается какое-то транспортное средство, которое более проходимое. Это уже более высокий уровень творчества. Ну и создание новых объектов на уже известных принципах работы. Был обычный телефон, теперь у нас смартфоны, планшеты. И создание того, что раньше не существовало. Напоминаю то, что проект самостоятельно завершенная творческая работа ученика, которая выполняется под руководством учителя, и останавливаемся на этапах работы над проектом. То есть мы говорили о выборе темы проекта, выбрали тему, и следующим этапом у нас идет обдумывание идей, зарисовка эскиза. Разговор начинается с того, откуда берутся идеи. И как тему урока я даю разгадать ребус, что нам сегодня на уроке поможет. Ну, чтобы сейчас долго не думать, я на слайде уже тут написала, можно прочитать морфологическая матрица. То есть на уроке нам поможет морфологическая матрица. И тема нашего урока – поиск новых решений с помощью морфологической матрицы. Девизом нашего урока я бы назвала строки Эйнштейна, что воображение важнее знания, ибо знание ограничено, а воображение же охватывает все на свете, стимулирует прогресс и является источником его эволюции. Здесь же мы обсуждаем с детьми, почему воображение важнее знания и действительно ли это так.
они соглашаются, в общем-то, это на самом деле так. Откуда же берутся идеи? Чаще всего мы эти идеи берем откуда? Если спросить детей, начинают перечислять интернет, журналы, газеты, книги, какие-то выставки, магазины, ну и так далее. А хорошо ли пользоваться чужими идеями? Обсуждаем с детьми. Говорим о том, что такое авторское право, о том, что такое плагиат. Причем этот разговор я начинаю с учениками с 5 класса, потому что сейчас и с авторским правом, и с плагиатом все очень строго. За плагиат даже есть уголовная ответственность, поэтому об этом нужно говорить с детьми с самого раннего возраста, считаю. И поэтому мы переходим к тому, что чужие идеи брать нехорошо, а откуда брать свои идеи. Например, откуда придуманы вот эти необычные образы героев, которые встречаются в современных мультфильмах. Существует ли какой-то метод, с помощью которого можно придумать новые необычные образы? Предлагаю учащимся стать работниками мультстудии, к директору которого пришел заказчик и принес задание, что нужно придумать оригинальные необычные герои, которые раньше нигде не встречались. Есть идеи, как это придумать? Ну, начиная обсуждение, оказывается, что идей нет у детей. Но есть способ, с помощью которого эти идеи можно придумать. Это та самая морфологическая матрица, или еще иногда называют морфологический анализ. Морфологический ящик можно встретить название. Это метод систематизации перебора вариантов всех возможных решений, основанный на анализе структуры объекта. Эта матрица была предложена в 30-х годах 20 века. Автором его является Фриц Цвикки. Благодаря этому методу он за короткое время смог получить большое количество оригинальных технических решений. В чем заключается построение морфологической матрицы? Нам нужно с вами перечислить основные признаки того изделия, которое мы с вами собираемся придумывать, и варианты. Рисуем такую таблицу. С помощью морфологической матрицы можно придумывать необычные растения, цветы, конструировать роботов, придумать какой-то интересный дом. Можно придумывать разные лица для кукол, например. Даже написать детектив, сценарий которого будет вашим оригинальным. А мы попробуем с помощью морфологической матрицы придумать новые образы героев. Для этого мы рисуем вот такую таблицу. Вариантов у нас будет здесь 4. Можно взять больше вариантов, можно взять меньше вариантов. Если мы берем больше вариантов, то у нас будет больше идей, но тоже в них можно запутаться потом. Основными элементами игрушки у нас являются голова, туловище, лапы, уши, хвост. Хотя при желании мы можем взять и лапы, например, разделить на верхние лапы и нижние лапы, и глаза, и нос. Но тогда у нас будет очень много элементов, и наша таблица растянется, будет сложно с ней работать. Такую таблицу я раздаю учащимся, и дальше начинается непосредственно работа. Данный слайд я учащимся не показываю, они рисуют свои идеи. То есть каждую ячейку нужно нарисовать определенную, какую-то линию, конфигурацию, фигуру. Можно работать коллективно, например, на доске рисуется таблица, каждый учащийся выходит и в свою какую-то ячейку рисует свой какой-то элемент. А дальше уже идет совместная работа с общей таблицей. Можно рисовать каждому индивидуально. Нарисовав, мы что делаем? Мы выбираем ячейки, из которых будет состоять наш новый герой. Например, А1 это у нас голова будет, Б3 туловище, В3 лапы. Вот красная начерчена дорожка, например, одного персонажа. Зеленым начерчена дорожка другого персонажа. И так может этих дорожек быть огромное количество. А дальше мы начинаем рисовать. На этот этап не нужно много работы, нужно много времени. Рисуется обычно без резинки. Вот что нарисовалось, то нарисовалось. Это эскиз. А дальше мы, когда уже начинаем рисовать
идеи, то можно пользоваться резинкой, то есть рисовать красиво. В процессе рисования я прошу, чтобы учащиеся подумали, как можно назвать этого героя. В конце урока обязательно представляют свою работу. И дальше идет представление работы. Как зовут героя, героем какого мультфильма он мог бы быть. Можно здесь же обсудить, из какого материала можно его сделать, каким способом, из каких элементов он будет. То он будет связанный, сшитый. Ну, вот примеры детских работ. Может, немножко смешные, но это работы пятиклассников. В настоящее время этот метод морфологического анализа широко используется во всех областях, но имеет свои недостатки. Если спросить ребенка, какие это недостатки, то, как правило, сразу же говорят, что очень много вариантов. В этом количестве вариантов трудно разобраться. Может, какие-то варианты интересные, но мы их просто не замечаем. Но вместе с тем этот метод имеет место в жизни, он очень широко используется. В конце урока я предлагаю выбрать фразеологизм учащимся, как они работали, и написать на своем листе самооценки. В качестве домашнего задания можно придумать свою морфологическую матрицу и, например, создать новый вид транспорта. Если разбиться на группы, можно придумать небольшой мультфильм, сделав его в программе, в той, которой мы делаем презентацию, в PowerPoint. Но для примера могу показать мультфильм, который, громко сказано, что это мультфильм, что-то похожее. Герой, второй герой. Все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Надежда Владимировна. Следующий вопрос рассмотрит Калинина Наталья Николаевна, учитель технологий Сыктывкарской школы номер 1. Использование сервисов в организации учебной и внеучебной деятельности учащихся. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу представить информацию о своей работе, что я использую на своих уроках и вообще в своей деятельности, учебной и внеучебной. Значит, сетевых сервисов очень много. В настоящее время вы все их используете, и их необходимо использовать. И с учетом того, что все дети уже сетевыми сервисами владеют, интернет-технологиями, и в том числе и это предусмотрено федеральными и государственными образовательными стандартами. Вот несколько видов деятельности в сетевых сервисах, которые можно выделить, это вот совместный поиск и хранение информации, совместное использование фотоматериалов, создание и совместное использование медиаматериалов, совместное создание и редактирование гипертекстов, совместное редактирование и использование в сети текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и других документов, и совместное редактирование и использование карт-схем. Вот такие виды деятельности в сетевых сервисах могут быть. В своей деятельности я использую социальную сеть ВКонтакте, электронный журнал и сетевые образовательные сервисы. Мне бы хотелось рассказать вам, как я конкретно их использую. Я использую сервис Google Таблица. С помощью сервиса Google Таблицы я разработала таблицу контроля деятельности учащихся 10 класса по разделу проектной деятельности. И целью этой разработки было контроль и коррекция деятельности учащихся в процессе выполнения ими проектов индивидуальных. На слайде вы можете посмотреть, что она из себя представляет. Это таблица, она имеет название, она имеет блок приветствия, она имеет блок назначения. Здесь мы видим еще цветовые обозначения для детей о том, на каком уровне они выполнили задание, и требования к их проектам, то есть к документам. Они могут выполнить свой проект в Word и либо в презентации PowerPoint.
У нас здесь я выделяю, да, какие компоненты вот этой таблицы, что она в себя включает. Значит, ну здесь подробнее, чтобы было видно всем. То есть учащиеся заходят, они сразу видят, что я с ними здороваюсь. Написано, для чего эта таблица, написано, как они могут посмотреть, насколько они выполнили свой проект, и напоминание такое, как они могут его оформить. Значит, в таблице есть 3 столбца основных. Это фамилия, имя ученика, этапы проекта и оценка. Значит, первая фамилия. Этапы проекта, они у меня разделены более подробно. То есть за каждый пункт я ставлю им оценку. Это оформление обязательно. В 10 классе титульный лист, содержание, введение. Туда входит актуальность, цель, задачи проекта. История вопроса. Дальше требования к изделию, разработка вариантов проектирования, технологическая карта, расчет затрат и выводы по проекту, список информационных источников. Последний столбик я расписываю, как я ставлю оценку, за что. То есть первая оценка идет за оформление, вторая за структуру проекта, третья за историческую справку, 4 за техкарту, 5 за выводы. И еще, если посмотреть, здесь в таблице имеется возможность комментирования работ учащихся. То есть я здесь могу им каждому индивидуально прописать, что нужно доработать. Значит, в ходе использования таблиц контроля в сервисе Google таблицы, учащиеся развивают регулятивные универсальные учебные действия, то есть планируют свою деятельность самостоятельно, ставят цели, реализуют план действий, который они себе тоже прописывают. Также при использовании этих таблиц учащиеся могут увидеть оценку за каждый этап и уже скорректировать свою деятельность в зависимости от этой оценки. Хотят они ее повышать, не хотят они ее повышать и так далее. Приобретают умение самоорганизации, то есть видят также проработанность каждого этапа и уже распределяют время, то есть у них конкретный срок выполнения проектов есть. Кроме того, как я уже сказала, они получают индивидуальные комментарии в режиме реального времени. И как дополнительную возможность я использовала электронный журнал как способ обмена информацией с учащимися, куда они отправляли свои проекты на проверку, я их проверяла и в таблице фиксировала изменения уже. Добавлю, что эта таблица была создана в период карантина, что очень удобно, как форма дистанционного обучения получается. Второй сервис, который я использую в своей работе, это социальный сервис ВКонтакте. ВКонтакте я разработала группу для обмена информацией в рамках работы кружка «Умелые руки». Цель разработки, расширения, углубления знаний, обмен информацией в рамках работы кружка. Вот так выглядит главная страничка группы. В информации я прописываю краткое содержание кружка, какие навыки, умения они приобретут, и структуру программы, то есть что входит вообще в эту программу. Они осваивают основные приемы, и потом они делают уже свое индивидуальное изделие в рамках какого-то вида декоративно-прикладного искусства и уже его реализуют. Вот моя программа включает 3 блока: бисероплетение, вышивка и мягкая игрушка. Группа имеет следующую информацию. Там у нас есть альбомы с фотографиями по каждому блоку, видео с технологией изготовления изделий и ее элементов по каждому блоку, информационные записи с других групп, так называемые репосты я делаю на стену группы с целью того, чтобы учащиеся могли посмотреть другие работы, ознакомиться с историей, с какими-то интересными фактами. И у нас есть альбом еще «За кадром» называется, то есть это для создания такой атмосферы в коллективе и обмена работами, впечатлениями и процессом работы учащихся. Вот так выглядят эти альбомы. Здесь альбом «За кадром». Это по блоку бисероплетение, кирпичное плетение, мозаичное, монастырское.
А дальше это фрагмент стены, где я размещаю записи по блоку «Мягкая игрушка». Вот примеры изделий, которые они могут использовать как для разработки своих эскизов. Это учащиеся за работой. Здесь представлена эскиз и недоработан еще в процессе работы изделия мягкой игрушки плоской Старцева Ирина, 7 класс. Здесь представлена коллекция изделий в технике бисероплетения, в различных техниках. Филиппова Алена, 7 класс, выполнила. Что как бы интересно, и меня как учителя радует, что вот изделия, которые она делает, она их всегда применяет. То есть она их использует. Данную брошку она носит в школу, вот эти вот изделия, брошки тоже, она подарила своим одноклассницам на Новый год. Здесь представлена работа Мамаевой Юли, 5 класс, мягкая игрушка, называется Гашек, это вот по эскизу ее кота настоящего. Ну и как результат создания этой группы, использования этой группы, значит, учащиеся получают информацию об истории, интересных фактах в области видов декоративно-прикладного искусства, получают информацию о технологии изготовления изделий по каждому разделу программы, анализируют изделия по каждому разделу, то есть изучают материальные объекты и обмениваются результатами своей работы. Ну, таким образом, использование сетевых сервисов в учебно-воспитательном процессе позволяет создать информационный ресурс для учащихся, организовать самостоятельную деятельность учащихся по самооценке, самоконтролю и коррекции своей деятельности, самоорганизации в рамках изучения предмета. Учащийся в результате имеет возможность углублять и расширять свои знания, самостоятельно учиться использовать информацию для достижения своей цели и развивать универсальные учебные действия. Всем спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Николаевна. Так, свои вопросы вы можете нам написать, мы на них ответим в конце нашего собрания. И у нас остался еще один вопрос. Это подходы к модернизации содержания и технологического обучения в предметной области технология. Итак, очень много сейчас вопросов как раз по тому, как изменяется содержание предмета технологии. Значит, данный вопрос будет освещен на основе материалов статьи Орешкиной, Махотина и Логвиновой. Это представители Российской академии образования и Московского педагогического университета. Реализация концепции формирования технологической культуры молодежи в общеобразовательной школе и разработанная в соответствии с ней примерная программа позволили достичь каких-то результатов. Так, технологическое образование стало одним из инвариативных компонентов общего образования. Обеспечена непрерывность и преемственность содержания технологической подготовки с начальной школы до старших классов. Основными областями технологической деятельности остались наиболее распространенные виды обрабатываемых материалов, такие как древесина, металл, ткань, пищевые продукты, а также художественная обработка материалов. Выделены и закреплены сквозные содержательные линии, изучаемые независимо от изучаемых технологий обработки материалов, такие как охрана труда, культура труда, основы материаловедения, элементы машиноведения, черчения, конструирования, моделирования, проектирования. Метод проектов стал основным средством достижения результатов технологической подготовки обучающихся. Также, что очень радует, проводится Всероссийская олимпиада школьников по технологии, что подтверждает статус предмета и позволяет оценить уровень достижений обучающихся
в данной области. Ну, конечно же, есть и много проблемных вопросов. Ну, на первом месте стоит слабое материально-техническое обеспечение учебных мастерских. Не решен вопрос об использовании информационно-коммуникационных технологий в преподавании технологий. Ограниченность в изучении технологий обработки материалов, что не соответствует современным направлениям развития технологий и производства. Отсутствует однозначное восприятие предмета не только потребителями образовательных услуг, но и самими преподавателями и даже управленческими работниками. На сегодняшний день предлагается 3 возможных подхода развития технологического образования школьников. Первый подход – это все-таки совершенствование традиционного подхода. Второй вариант – это академический подход. И третий – прагматический. Ну, сейчас подробнее остановимся на данных подходах. Итак, совершенствование традиционного подхода предполагает использование существующих базовых разделов содержания обучения. Это дерево, металлообработка, обработка ткани, пищевых продуктов, основы электротехники, выполнение проектов и их усиление за счет изучения новых технологий и интеграции с предметами и научными знаниями. Как же это можно осуществить? За счет расширения спектра изучаемых технологий, в том числе за счет вариативных модулей. С разумным сочетанием раздельного и совместного обучения мальчиков и девочек путем выделения общетехнологических модулей подготовки, которые будут обязательны для всех, и вариативных, с сохранением и развитием в технологическом и художественно-эстетическом планах разделов художественной обработки материалов и декоративно-прикладного искусства, с развитием проектно-технологической формы реализации технологической подготовки школьников, с интеграцией технологической подготовки школьников с другими образовательными областями на разных уровнях общего образования. Так, например, на уровне начального общего образования интеграция с уроками из зон, на уровне основного общего образования с информационными технологиями, на уровне среднего общего образования с естественно-научными и с математикой. Рассмотрим академический подход. Именно этот подход представлен в примерной программе по технологии 5-9 классов под редакцией Когана. Его реализация предполагает направленность на введение в мир современной технологии. В основе содержания программы ориентация на высокие технологии, реализуемые на основе изучения компьютерного проектирования, основы робототехники, цифровой электроники. Интеграция информационных технологий с другими технологиями. Информационные технологии используются либо для управления технологиями, как, например, в робототехнике, либо для решения технологических задач, конструирования и проектирования. По данному подходу предполагается совместное обучение мальчиков и девочек. Изготовление изделий должно сопровождаться изучением таких вопросов, как предпринимательство и трудовая занятость. Здесь возникает очень много проблем. Первое – это программа фактически отрицает гендерный подход, предполагает приоритетное использование информационных технологий в противовес ручным, механизированным и станочным технологиям, использует в большей степени замену реальных материалов и инструментов виртуальной и лабораторной обучающей средой. И третий подход, прагматический. Здесь приоритетно будут развиваться такие сферы, как наноматериалы, нанотехнологии, биотехнологии и генная инженерия. Отбор содержания технологической подготовки должен вестись на основе выделенных приоритетных отраслей и технологий,
которые будут определять сферу будущей профессии выпускника школы. В методике преподавания технологий должны преобладать формы и методы, обеспечивающие формирование навыков владения универсальными технологиями деятельности, проектирования, исследования и управления. Одним из принципов технологического образования может стать принцип конвергентности, который предполагает не выделение отдельных технологий обработки материалов в содержании учебного материала, а их совместное освоение в ходе проектно-практической деятельности. Вот какие перспективы ждут технологическое образование. Уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы. Мы видим вопросы? Вопросов нет, да? Ну, мы с вами рассмотрели все запланированные на сегодня вопросы. За учебный год было проведено 3 собрания, на котором решались актуальные вопросы проектирования уроков технологии. Отчет о работе будет размещен на портале открытого образования на страничке Республиканского методобъединения учителей технологии. Здесь же будет размещен проект, план работы Республиканского методического объединения учителей технологий на следующий учебный год. Ну, если у вас вопросов нет, то большое спасибо за внимание. Встретимся мы с вами в новом учебном году. Хорошо вам провести свой отпуск. До свидания.